А сейчас про особенные состязания для особенных людей. Для тех, кто не всегда осознает свою особенность, но от этого не перестает быть уязвимым. В Казани на неделе прошли единые спортивные игры специальной олимпиады для взрослых и детей с особенностями интеллектуального развития. В этом турнире не важны ни возраст, ни рекорды. Нет цели определить самого сильного и ловкого, установить мировые достижения. Каждый из участников уже победитель. Это лозунг специальной олимпиады. Но даже он не стал преградой для спортивного духа и заряда на победу. О том, как падали и поднимались, и о силе, которая внутри и которая ведет к самой заветной мечте, расскажет Диляра Юсупова. Секунды, очки, крики старт и даже дистанции. Все максимально приближено к олимпийскому турниру. 800 метров даже обычному человеку с хорошей физической подготовкой расстояние не из легких. И хоть в этой игре нет победителя, многие спортсменов так и несут их к пьедесталу. Очень хочется быть самым быстрым на свете. Но, как известно, первое место всегда одно, как вершина, покорить которую не всем удается. В этой гонке всегда тяжелее тем, кто позади. Мы ждем, смотрим на тебя, ты молодец! Итак, пройдено 800 метров, большая дистанция. Ты добежала, главное, это супер-гигант спорта. Иркутская область поздравляет, мы так вообще восхищаемся тобой. В принципе, конечно, участие не победа, но каждый хочет победить, понимаете, эмоции у всех одинаковые, то есть от поражения эмоции, от победы радость. Стараемся держать это все, как говорится, в рамках, не даем расстраиваться, поддерживаем, подбадриваем, вместе радуемся, вместе огорчаемся. Потому что мы команда, мы вместе. Коми против Башкирии. Это матч юнифайдов. Означает, что один из игроков в паре не имеет ментальных особенностей. Такой игрок существует в турнире больше как опора, как прикрытие для самого главного спортсмена на арене. Но мне придется было самому играть, потому что как он просто страхует. Я сам пришлось отдуваться мне одному. Художественная гимнастика вообще особенное искусство, особенно здесь, в кругу особенных людей. Каждая ошибка на демонстрации умений может стать роковой. Их внимание весьма уязвимо. Любой кивок головы или движение камеры – и все. Падение, неподброшенное вовремя кольцо и завал головы. Они быстро отвлекаются, поэтому журналистам не разрешено близко подходить к арене. Ну, подбрасывать предметы. Их надо словить обязательно. Бывает не словно. Не ловим. Спиральку очень трудно делать. Там рука очень сильно устает. Змейку. Все будет хорошо, я это верю. Я иду к победе. Девочки настроены все позитивно, все ожидают самых лучших результатов, борются даже между собой, поскольку у нас все-таки команда достаточно высокого уровня, все попали в сильнейшие дивизионы, так что мы ожидаем только самых лучших результатов. У нас Карина чемпионка, а это у нас стремится к чемпионству. Вот. Расстроилась что-то? Да. Скажешь интервью? Хорошо. Ты что расстроилась? Пока записываем интервью, выясняется, в их команде не хватает одной участницы. Кристина – аутист, и по этой красивой девочке это совсем незаметно, до тех пор, пока что-то ее сильно не расстроит. Но особенность в том, что расстроить ее может абсолютно все. Эмоции у аутиста проявляются ярко и мгновенно. Я умею делать шпагат с одной ногой и с другой ногой. И поперечный шпагат я умею делать колесо с двумя и с одной рукой. А без рук я не умею. Я умею делать вперед. А назад я буду научиться. То есть ты все умеешь практически? Да. Какая ты молодец. Вертикальный. Вот какая ты красивая. Простите меня за то, что я больше так делать не буду, Диляра. Что ты? Все, мы, Я буду вести себя хорошо.
А это почти взрослые команды. Здесь нет ограничений по возрасту. Поэтому схватка разворачивается нешуточная. Дагестан против Москвы. Сначала ведет столица, но Дагестан яростно вырывает победу в первом сете. Среди зрителей совсем юное поколение и те, кто участвует чуть позже. Башкирия против наших ребят из Мензелинска. Башкортостану удалось выиграть в первой игре, но наши не сдаются. Татарстан, он достаточно сильный. Пермь тоже нормально, ничего такое. Они играют не хуже, чем мы, и не лучше, чем мы. Надо нам обязательно победить. Если проиграем, тоже ничего страшного. Но они не проиграли. Со счетом 2-0 по партиям сборная Татарстана обыграла команду соседней Башкирии. Что, впрочем, не сильно важно. На соревнованиях по флорболу не все поняли сразу, что это за спорт такой. Очень непривычно для России. Но и тут нашлись свои самые сильные и ловкие. Много нового для себя понял, что близко к хоккею, но вратарей жалко, на коленках стоят 20 минут, наверное, не очень легко. А в целом, конечно, интересно. 1500 ребят, которые приехали, для них это вызов. Показать себя и показать то, что нет ограничений по здоровью у любого ребенка. Спортивные мероприятия такого уровня призваны объединить людей, независимо от национальности, расы, вероисповедания, физического и ментального уровня развития. Мы и в дальнейшем будем поддерживать философию движения специальной олимпиады, усилим внимание вопросам особенных людей. На протяжении всех игр ребят сопровождали 2000 волонтеров. Многие из них еще школьники, которые тоже проходят свой личный урок. С молоду учатся не только дисциплине, но и сочувствию и сопереживанию. Огромный конкурс среди волонтеров. Брали только самых лучших. Допустим, у меня попался вопрос, что ты будешь делать, если человек перед выступлением побоится выходить. Я ответила, что каждый человек нуждается в поддержке, и я, конечно же, поддержу, потому что я тоже нуждаюсь в поддержке, и это, как сказать, по-человечески может помочь каждый. Я уже знаю, что это отличная возможность познакомиться с новыми людьми, посмотреть на организацию самого мероприятия, проявить свои качества, тем самым показать это все не на словах, а на деле. Единые игры завершились, но организаторы уверены, это не конец, а начало большой истории, где крепкие объятия, улыбки и искренность получают не только зрители, а все вокруг. И даже если получить медаль не получится, то маленький кусочек счастья точно попадет в руки. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней.